Машинный зал Ингургэс – это сердце энергосистемы Абхазии. Именно здесь возникает электроэнергия, которая питает всю республику. Он находится под землей на глубине 120 метров. В машинном зале установлено 5 турбинных подземных водоводов, которые вырабатывают электроэнергию. Мощность каждой из них 250 мегаватт. Машинный зал имеет 3 этажа. На самом верхнем находятся коллекторы турбинных водоводов, диспетчерский пункт и все электрические шкафы. На втором этаже располагается статор гидроэлектростанции, а на первом этаже находятся турбины и трубы, по которым вода поступает к ним, а также компрессорные и маслонапорные установки. Именно на этом месте неделю назад и произошла авария, в результате чего весь этаж был затоплен водой. Специалисты Ингургэс вовремя перекрыли затворный механизм водовода 5-го генератора, который расположен не в машинном зале, а фактически на поверхности, и тем самым сумели предотвратить затопление других этажей машинного зала. Уже после откачки воды были установлены причины самой аварии. Причиной аварии оказались, в принципе, не совсем верные инженерные решения при строительстве Ингургэса. То есть по нормативам, как диаметр трубы, которая находится в водоводе 5-го генератора, так и бетонирование этой системы было не совсем верным образом сделано. В связи с чем, естественно, под определенным давлением произошла непосредственно авария и прорвала эту воду. Это недостаточно серьезная причина для того, чтобы останавливать станцию. И, естественно, по этому водоводу будут впоследствии проведены ремонтные работы, которые могут занять от недели до 10 дней. На данный момент все агрегаты приведены в порядок и готовы к запуску. Однако еще идет процесс заполнения водой деривационного тоннеля, благодаря которому вода поступает к турбинам. Тоннель будет заполнен уже через пару дней, и тогда гидроэлектростанция возобновит работу в стандартном плановом режиме. Группа депутатов посетила все этажи машинного зала Ингургэс. Им подробно рассказали о причинах и последствиях аварии и в целом о работе гидроэлектростанции. Многие из них отмечали, что впервые побывали на Ингургэс и весьма впечатлены масштабами сооружения и слаженной работе специалистов гидроэлектростанции. То, что мы здесь увидели, это современное оборудование, техника, которая представлена разного рода брендами мировыми, да. Большой слаженный коллектив, который здесь работает. Вот я сейчас спрашивал, до 700 человек активно работают на данной станции. Это очень, скажем так, крупный объект. В свое время вы сами видите, значит, какие средства были вложены в него Советским Союзом. И его нужно поддерживать. Первый раз попал вот на этот объект, машинный зал. Уважение вызывают сегодняшние работники станции, которые держат ее в соответствующем состоянии, несмотря на вот эту аварию, борются с ее последствиями. Колоссальный, конечно, объект. Таких объектов, я не думаю, что в мире большое количество. Надо к нему относиться с должным вниманием. После руководство Черноморэнерго вместе с депутатами поднялись на поверхность, где посетили офисное здание Ингургэс, открытую распределительную подстанцию и пообщались с сотрудниками гидроэлектростанции. Аля Катрапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.